Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эта крылатая фраза, сказанная давно отцом истории Геродотом, приобретает новое звучание в наше время. Человеческая история – это цепь непрерывных событий. Белые пятна в прошлом, неясные перспективы в будущем. Кто мы? Откуда? Эти вопросы по-прежнему продолжают волновать осетин. Наука пока не дала на них исчерпывающих ответов. Профессор Баграт Виссарионович Чехов убежден, что осетины являются потомками древних скифов. Профессор участвовал в раскопках более 500 могильников на территории Южной и Северной Осетии. Предметы, найденные в могильниках, прямо указывают на это родство. У меня оказалось уйма материалов, которые повторяют образцы скифской культуры. У меня даже на одном бронзовом поясе обнаружен рисунок скифа-воина, который подвесил голову побежденного. Это, по сведениям Геродота, обычай был известен скифам от Кавказа, потому что каждый воин должен был принести отрубленные головы своих врагов, которые он уничтожил. Иначе он из захваченной добычи не получал никакую долю. Этот рисунок имеет такое огромное значение, что, видимо, кроме меня пока никто не понимает сущности значения. Да. И этот безымянный художник, который гравировал на поясе из бронзы вот этот рисунок, видим, сам тоже не думал, что он делал. Но я делаю вывод, что он был именно представитель скифов. Он изобразил скифского воина, и это доказывает о том, что вот на этой определенной территории проживали ираноязычные скифы. Вот главный мой вывод. Были противники, которые говорили, что нет, что этого не могло быть, этого не может быть, но постепенно люди уже признали, особенно украинские скифологи, Варвара Андреевна Илинская и ее муж Переношкин, они полностью согласились со мной. Вслед за великим лингвистом XX века Василием Ивановичем Абаевым археолог Баграт Чехов утверждает принадлежность осетин к индоевропейской культуре. По его мнению, начиная с IV тысячелетия до нашей эры на территорию современной Осетии мигрировали индоевропейцы. А здесь из этой большой группы людей выделились индоарии. А в начале второго тысячелетия до нашей эры они постепенно стали переселяться в Переднюю Азию. Индоарии, они переселились в Индию, а ираноязычные иранцы, они заняли иранское плато. Отсюда постепенно переселялись, но определенная часть оставалась здесь. Это миграция вовсе не означает, что целиком одним потоком люди уходят и оставляют все это. Скифы сами, скифские походы, когда были, в походах участвовали только мужчины, а их жены, их дети оставались на месте. И через год, через два иногда они возвращались к ним с победой. Аланы – легендарные и мужественные воины. Именно они считаются непосредственными предками осетин. Но историкам известно также и другое имя – ассы. Как складывались их отношения? Некоторые исследователи склонны отнести их к двум разным народам, составляющим, однако, единый конгломерат. Мы просто подошли к тому порогу, да, когда мы понимаем, что
Все не так просто, как казалось на первый взгляд. Вот у нас было там 2 точки. Осетина – это от Алан, вот источники об Аланах. Мы проводим прямую между ними, и вот это вот наша история. А вдруг оказывается, что это не прямая, что здесь есть точки разные, абсолютно, пятна и прочее, что надо все эти процессы каким-то образом по-другому пересматривать. По мнению исследователя Заремы Албеговой, на территории Центрального Кавказа тесно переплелась история 2 народов – ассов и алан. Мы можем говорить, что в X веке аланы и асы друг от друга сильно отличались, вот, и жили на разных территориях. Но это не означает, что внутри конфедерации алан не было асов, а внутри конфедерации асов не было алан. Однако отношения между аланами и асами складывались непросто. Скажем, в известном кембриджском документе говорится о том, что в дни правления царя Вениамина аланы, отстаивая интересы хазар, даже выступали против ассов. Отношения между аланами и асами в какой-то момент даже доходило до вот такой вот ситуации конфликтной. При этом вот иронцы тоже вот осколок алан, но они были включены в какую-то вот конфедерацию асов, возможно, потому что если мы берем этнарха осетин, Озбагатара, считается даже, что Озбагатар – это не имя, а должность была какая-то, это титул, то у нас получается, что Озбагатар – это богатырь асский, а он во главе иронцев и этнарх иронцев, он, то есть алан. Тут возникает, в общем, много вопросов и противоречий. Точная датировка найденных предметов в могильниках – это очень важный ключ к восстановлению прерванной цепи событий. На помощь археологам приходят сегодня современные технологии. Для того, чтобы понять, как формировался могильник, как создавались разные родоплеменные группы или ряды дружинников, мы должны очень точно датировать материалы. Датировать материалы, опять-таки, нам приходится на том основании, что мы должны очень узко датировать дату каждой вещи, которая находится в этом погребении. И сочетание этих узко датируемых вещей позволяет нам, когда мы вот говорим о комплексах с середины V по середину VI века, выделить несколько этапов. И если мы выделяем эти этапы, мы начинаем видеть живую историю вот древнего народа вот в ее конкретном выявлении. Если бы у нас были бы хорошие антропологические данные, то по анализу митохондриальных ДНК мы могли бы сказать, кто мать, кто дочь. Вот мы такую работу начали по Верхнекабанскому могильнику, вот, который недалеко вот, в Владикавказа. Митохондриальные ДНК позволяют нам древнее население связать с современным. И когда эти же гены рассмотрены в популяции иронцев, дегорцев, предположим, соседних ингушей и чеченцев, и кабардинцев с другой стороны, то дальше мы можем строить вот такую систему, когда в какие-то кластеры, в какие-то вот группы будут объединены и древние погребения, и люди из древних могильников с современным населением. И вот когда такая работа была сделана для верхнекабанского населения 12-14, скажем, века, и мы могли сравнить с древними материалами из аланского или сармато-аланского могильника на Нижнем Дону, новый, то мы смогли расчленить, да, и в нашем распоряжении были тоже еще древние генные материалы по раскопкам в Магасе, в Ингушетии, то дальше мы смогли сопоставить современных иронцев, дегорцев и современные народы Кавказа с теми древними населением разновременным, который был на территории или вот, Осетии, нет, в данном случае Ингушетии и Нижнего Дона. Использование аэро- и космических технологий в археологии – революция в этой науке. Современные технологии позволяют совершенно по-другому увидеть, почти оживить растворившиеся во времени эпохи.
Организован совместный проект российско-немецкий, в котором участвует с немецкой стороны это Институт археологии Германии, с российской стороны Институт археологии Российской Федерации, Российской академии наук и ставропольское предприятие ГУП «Наследие», которое я представляю, директор. Вот. И это было прежде всего связано с тем, что мы использовали совершенно новое направление научное в обнаружении таких памятников. Мы использовали данные космосъемки, аэрофотосъемки для выявления памятников, которые находились на довольно высоких плоскогорьях, это между 1400 и 2500 метров над уровнем моря. И на этой высоте совершенно для нас неожиданно был выявлен целый пласт так называемой протокабанской культуры, как мы ее называем. И оказалось, что вот эти поселения, они, по существу для нас во многом переворачивают наше понимание, что это такое. Почему? Во-первых, они сделаны по единому архитектурному плану. Во-первых, они все имеют очень четкие, так сказать, границы, очень хорошо организовано пространство, там есть центральная площадь, есть система домов. Некоторые дома достигают 200 метров квадратных внутреннего пространства. Это открытие новой цивилизации. То есть для нас мы открыли то, что, казалось бы, лежало на поверхности, но именно с применением новых методов. Если бы мы не использовали аэро- и космосъемку, то у нас бы, пожалуй, не получилось бы их найти. Это во-первых. И во-вторых, это была целая система обработки первичных данных. То есть сначала это были долгие недели привязки, геокодирования этих снимков, и мы уже потом выходили на эти, так сказать, поселения в системе разведки, даже в полном тумане, используя систему спутниковой навигации. Мы просто знали, что через 10 метров в полной тумане начнется поселение, мы действительно выходили на него. То есть это уже просто новое слово. Наверное, для многих оно уже становится обыденным, но на самом деле в археологии такие большие исследования с использованием новейших систем, они проводятся впервые. И, конечно же, мы привлекали еще другие методы. Это и магниторазведку. В частности, были привлечены специалисты из Германии, который работает по всему миру. Это Йорк Фасбиндер, который работает, кстати, на острове Пасхи совсем недавно. Это использовали специалистов из наших академических институтов. Это такой институт, как Институт почвоведения в Пущино, где, скажем так, им удалось с территории поселений реанимировать, вывести из анабиоза древние бактерии, которые в свое время питались, так сказать, ороговевшими остатками животных, которые находились на этих поселениях, соответственно, которые были в анабиозе в течение 3000 лет. Современные метаисследования позволили и астинским археологам сделать поистине сенсационное открытие. Найденные в Зарамакской котловине совершенно уникальные археологические памятники переворачивают привычное представление об аланской культуре. Было известно, что на территории котловины находятся памятники типа Цмийского городища, которое было обнаружено еще в 80-е годы сотрудниками СОИКСИ. Однако оказалось, что на территории котловины есть и масса других археологических объектов, причем и без преувеличения уникальных. Во-первых, оказалось, что Цмийское городище не ограничивается средневековыми культурными слоями, а является, можно сказать, одним из эталонных памятников, сейчас же об этом можно сказать, для Кавказского региона, для северокавказского региона, так как там последовательно найдены слои с эпохи мезолита, неолита, далее энеолита, далее ранней бронзы и вплоть до аланское время, безусловно, в хазарский период, и вплоть до позднего средневековья. Был выявлен памятник, расположенный на 4 ярусах,
и относящийся как минимум к 3 хронологически последовательно сменяющим друг друга этапам, периодам кабанской культуры, что само по себе является из ряда вон выходящее, собственно говоря, явление для нашей северокавказской науки. Древняя история Северного Кавказа продолжает будоражить воображение ученых-археологов во всем мире. С каждым годом увеличивается число исследователей.